В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте, и вот о чем расскажем вам сегодня. Чрезвычайно высокая пожарная опасность ожидается в 2 районах Якутии. Существует риск возникновения и распространения природных пожаров. Железные дороги Якутии отчитались перед акционерами. Среди достижений ушедшего года – открытие представительства в Минске. Что важнее для современного города – удобство для бизнеса или единый архитектурный облик? В Якутске поводом для такой дискуссии стали киоски общественного питания. Вузы и колледжи Якутии начинают принимать документы от абитуриентов. Расскажем о главных изменениях. Завершаются прослушивания 3-го международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка». В этом году масштабное творческое состязание объединило более 1700 участников. В Горном и Алданском районах ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность, а в Якутске и Нерюнгринском районе высокий риск возгораний из-за жары и отсутствия дождей. В 10 улусах, включая Среднеколымский, Кобяйский и Мегино-Кангаласский, введен особый противопожарный режим. В лес теперь нельзя ни за грибами, ни за ягодами. Только так можно уберечь тайгу от беды. МЧС напоминает простые, но жизненно важные правила. Не разжигать костры, не сжигать мусор и сухую траву, не бросать окурки и стекло в лесу. За нарушение грозят серьезные штрафы. А если искра приведет к крупному пожару, может наступить и уголовная ответственность. Объем выполненных работ по Ленскому мосту превысил 20 миллиардов рублей. В начале июня в русло реки Лены вывели первый кофердан для устройства пилона вантового моста. Ведутся дноуглубительные работы. Это один из самых сложных этапов для уникального отечественного мостостроения. Строящееся в Якутии сооружение станет первым в мире вантовым мостом на вечно мерзлых грунтах в арктической зоне. Железные дороги Якутии отчитались перед акционерами. В прошлом году услугами компании воспользовались 465 тысяч человек, и количество пассажиров только растет. При этом большую часть выручки традиционно составила прибыль от грузовых перевозок. Однако намеченный план по грузообороту железнодорожникам выполнить не удалось. Руководство компании связывает это с падением добычи угля. Среди достижений ушедшего года – открытие представительства в Минске. Теперь товары из Беларуси доставляют в Якутию напрямую, без посредников. Мы в прошлом году по-прежнему работаем над запуском и строительством подходов к погранпереходу Джелинда-Махе. Это большой объем, который длительная работа, мы уже несколько лет занимаемся. По-прежнему там работают, проходят совещания, проходят работы. Мы там занимаемся, работаем с Минтрансом, с правительством, с российскими железными дорогами. Поэтому надеемся, что на следующий год тоже уже какие-то небольшие результаты начнут появляться. Почти 15 тысяч работающих родителей уже получили новую семейную выплату. С 1 июня в рамках нацпроекта «Семья» мамы и папы могут вернуть часть уплаченного за прошлый год подоходного налога. В республике эту поддержку ощутили 14 953 родителя, на чьем попечении 37 559 детей. Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги, МФЦ или офис социального фонда. И это займет всего несколько минут. На площадке Госсобрания Илтумен обсудили проект концепции развития рыбохозяйственного комплекса региона на 26-35 годы. Важным шагом в поддержке традиционного уклада жизни станет переход представителей коренных малочисленных народов Севера на беззаявительный принцип ведения промысла, который начнет действовать с 2027 года. Постоянный комитет Илтумена по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики ставит перед собой и перед исполнительной властью ряд острых вопросов. В их числе решение проблемы обмеления северных рек, а также оперативное создание рабочей комиссии для оказания помощи 2 рыболовецким хозяйствам Булунского района, оказавшимся в критическом положении. Конечно, уже в наших условиях вопросы надо глубокой переработки рыбы. В этом ключе надо. У нас в республике все-таки эта возможность и есть. И сегодня спрос тоже на якутскую рыбу, северную рыбу достаточно очень большой. Что важнее для современного города – удобство для бизнеса или единый архитектурный облик общественных пространств? В Якутске поводом для такой дискуссии стали киоски общественного питания, которые в последние годы появляются как грибы после дождя. Причем в дискуссию эту втянулись и обыватели, и профессионалы. К ним присоединился и мой коллега Петр Васильев.
Городская среда, как известно, складывается из множества элементов. Объекты торговли, которые ежедневно встречаются жителям на улицах, один из таких. Хот-доги, бургеры, якутская кухня – выбор на любой вкус и кошелек. Если одних устраивает такая доступность еды, то другая часть активно выражает свое беспокойство. Оно и понятно. Там, где раньше стояла остановка, теперь торгуют шаурмой. В мэрии, однако, отвечают: не беспокойтесь, за шаурмой контроль ведем. В этом году также мы сделали большую инвентаризацию всех НТО, которые стоят на частных территориях. У нас их получилось 182 штуки, из них 46 – это шаурма. То есть на муниципальной земле, например, у нас 22 киоска шаурмы, а на частных – 46. То есть практически в 2 раза больше. К сожалению, частную территорию мы пока никак не регулируем, потому что это запрещено федеральным законодательством, гражданским кодексом. Но у нас с 1 сентября вступают изменения в федеральный закон. У нас будут полномочия. Если ты не соответствуешь, если ты нарушаешь противопожарные разрывы, если вдруг у тебя там какие-то жалобы, если ты не получил согласование ресурсников, все, в течение месяца им направляются уведомления, они обязаны либо войти в схему, либо снести свой нестационарный объект. Дров в костер, или в данном случае в тандыр, добавила и точка фастфуда, которая совсем недавно появилась на площади Республики. Продуманное пространство, реализованное в рамках мастер-плана, теперь украшают не только 12 колонн в виде коновязи, но еще и киоск. Безусловно, такое соседство вызвало недовольство у тех, кому уже полюбилась площадь. Я против любых ларьков на площади Ленина. А насчет национальная, ненациональная кухня спрос покажет. Зачем превращать город в большой рынок? Во что превращают площадь? Отвратительно. Где один, там и два. К киоску в скором времени присоединились фудтрак и разномастные ларьки с детскими игрушками. А к стану недовольных горожан присоединились профессионалы. Союз архитекторов республики в открытом письме к властям выразил недовольство таким хаотичным размещением объектов как на площади, так и в целом в столице. Мы же не просто сделали письмо, там, уберите ларьки, да? Мы сделали предложения конструктивные, а именно, как работать с дизайн-кодом. Дизайн-код Брендбук разработан для площади республики, но с ним надо очень тактично работать. Нужно всегда обращаться к архитекторам, к людям, которые как бы что-то предложили, и в каких-то небольших элементах вопрос самый простой, где даже поставить, да, то есть просто поставить вот именно в этом месте, почему. Все должно быть очень взвешенно и конструктивно, так сказать, вместе принято решение. В свою очередь, в службе эксплуатационно-технического обеспечения, которая отвечает за наполнение и содержание обновленной площади, отвечают: учреждение при размещении торговых объектов исходило из фактического запроса граждан на базовые сервисы. При этом обе стороны сходятся в одном: вопросы развития городской среды требуют обсуждения. При принятии решения учреждение исходило из фактического запроса горожан на базовые сервисы. Установка нестационарных торговых объектов на площади республики была согласована с профильными органами исполнительной власти. Вопросы качества городской среды и размещения объектов в подобных зонах требуют системного подхода и согласованной позиции всех участников процесса. Безусловно, если мы говорим о еде, то вопрос, где, как, что и кому продавать или подавать, скорее всего, риторический. Я бы даже сказал, вопрос вкусовых предпочтений. Мы можем бесконечно ругать подрядчиков, сетовать на архитекторов, ну или там, не знаю, на грунты. Но один факт остается неизменным. Ни на Дворцовой, ни на уж тем более Красной площади фастфуд не подают. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. В рамках Дня молодежи якутянам предстала возможность позаботиться о своем здоровье. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями провел акцию на бесплатное экспресс-тестирование в парке культуры и отдыха. Процедура проходит быстро и практически безболезненно за счет одноразовых автоматических инструментов. Все желающие уже через 15 минут могут лично узнать точные результаты на 5 социально значимых инфекций. Выявление данных заболеваний на раннем этапе позволит вовремя начать лечение и сохранить хорошее самочувствие не только самого пациента, но и его близких. Профилактических мероприятий снижения распространения инфекционных заболеваний у нас является это ранняя диагностика и информирование населения. И в целях этого мы проводим такие акции на открытых площадях нашего города. Такие акции у нас летом будут постоянно. Ближайшие акции будут еще 29-30 июня на площади Орджоникидзе. Любой желающий тоже может подойти с 3 до 7 часов вечера.
С 2023 года мы начали активно выезжать в наши районы и также выезжаем в наши арктические районы. В Арктическом агротехнологическом университете идет приемная кампания. Абитуриенты уже начинают активно подавать документы. В этом году будущих студентов ждут не только привычные направления, но и совершенно новые. Для абитуриентов доступны очная, заочная и очно-заочная форма обучения. Прием документов продлится до 20-х чисел июля. В этом году в университете сразу несколько значимых изменений. Среди ключевых – открытие совершенно нового перспективного профиля на факультете лесного комплекса и землеустройства. А направление зоотехники не только сохраняется, но и будет вестись с двойной квалификацией, что дает студентам еще больше возможностей для профессионального развития. Хочется отметить, что в нашем учебном заведении реализуется программа как высшего образования, так и среднего профессионального. В этом году у нас бюджетных мест предусмотрено 760. Из них 170 мест для среднего профессионального образования. Но также мы готовы принять абитуриентов на платной основе. Подать документы теперь можно лично через портал госуслуги или по почте, так как подача через личный кабинет на сайте университета в этом году недоступна. Отдельно стоит сказать о целевом обучении. Программа дает студентам 3 преимущества: гарантированное трудоустройство, наставничество и финансовую поддержку от работодателя-заказчика. Целевое обучение у нас в этом году 135 мест. Целевое обучение предусматривает то, что абитуриент учится 4 года у нас, в зависимости от его специальности и направления. После этого он 3 года работает у работодателя, которого он выбрал заранее. Что касается поступления на программы среднего профессионального образования, зачисление производится по среднему баллу аттестата. Поскольку приемная кампания только стартует и актуальный средний балл пока не сформирован, приведем статистику прошлых лет. Традиционно он составляет 3-4 балла. Количество бюджетных мест у нас составляет, допустим, на примере юриспруденции у нас есть 50 мест коммерческих, получается, то есть там есть коммерческий набор на коммерческие места. Теплотехника у нас есть 25 бюджетных мест. Также у нас есть по специальности зоотехник, то есть по зоотехнии бюджетные места. Также еще одно важное изменение. Вместо медсправки старого образца теперь нужна электронная. Она привязана к госуслугам, так что если подаете документы через суперсервис, справка автоматически будет направлена сразу в приемную комиссию. Все детали на официальном сайте университета. Елизавета Михайлова, Виктор Дичковский, Якутск. В Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась встреча с абитуриентами, в ходе которой представители учебных заведений рассказали о деталях приемной кампании, федеральной программе профессионалитета и перспективах трудоустройства. На будущий учебный год в 54 образовательных организациях Якутии, включая колледжи и вузы, утверждено около 7 тысяч бюджетных мест. Для удобства будущих студентов предусмотрены различные способы подачи документов, в том числе через портал госуслуг. Для того, чтобы закрепиться на предприятиях, есть понятие целевые договора. То есть мы готовим под потребности конкретных работодателей. В настоящее время у нас 23 целевых договора. Студенты, поступающие к нам, могут тоже заключить целевые договора, и у них будет первоочередное право зачисления к нам на бюджетные места. А также у нас есть форма такая дуальное обучение, когда теория изучается у нас в организации, а практические занятия проходят на базе работодателей. У нас 53 договора дуального обучения. Крупнейший образовательный проект Якутии готовится к открытию. Уже 1 сентября комплекс «Точка будущего» в Жатае примет первых воспитанников детского сада и школьников. Сегодня объект впервые показали журналистам федеральных и региональных СМИ. Подробности в следующем сюжете. До начала учебного года остается чуть больше 2 месяцев, и образовательный комплекс «Точка будущего» выходит на финишную прямую подготовки. Проектная мощность объекта – 1040 мест, 200 в детском саду и 840 в школе. Комплекс будут посещать разные дети – ребята с ОВЗ, дети из приемных семей, дети без особенностей в развитии. Первый учебный год примут чуть больше 500 детей. Здесь откроют группы для детей от 3 до 7 лет, а также по 2 параллели с 1 по 8 класс. Почему я поясню по 8 класс? Чтобы, во-первых, адаптироваться, чтобы дети адаптировались, преподаватели адаптировались. И мы уже в следующем году, в этом году мы получаем лицензию, а в следующем году мы уже получим аккредитацию, и мы будем выпускать уже детей с аттестатами нашей школы. Мы здесь будем обучать наших якутских детей сотнями, тысячами со временем. Ребята здесь будут учиться и получать в современных условиях новое понимание
понимание мира, новую систему образования. В основе работы новой школы принцип «каждый особенный, все равны». Комплекс будет работать по модели полного дня. После уроков школьники смогут посещать кружки и секции, заниматься проектной деятельностью и выполнять домашние задания под руководством педагогов. Помогать детям будут специалисты сопровождения, психологи, логопеды, дефектологи и тьюторы. Параллельно с подготовкой корпусов завершается формирование педагогической команды. Часть учителей уже прошла стажировку в Иркутске, где познакомилась с практиками первой точки будущего, опыт которой адаптируют для работы в Якутии. Александр Сергеевич был у нас на открытии нашего иркутского комплекса и сказал, было бы очень хорошо, если бы у меня в регионе тоже появилась такая возможность. На что наш акционер действительно согласился, и было подписано соглашение о том, что мы построим такой образовательный комплекс. Это наша задача, чтобы сделать так, чтобы дети хотели возвращаться обратно и развивать регион. И это, наверное, тоже одна из первостепенных задач, которые надо ставить и реализовывать. В комплексе ведутся финальные строительные работы. Уже в сентябре школа откроет свои двери. Общая площадь точки будущего составляет более 26 гектар. На территории будут транспортный терминал, учебные корпуса, центры дополнительного образования, спортивный блок с бассейном, лаборатории и общественные пространства. Особое внимание уделили системе теплых переходов между зданиями. Такое решение позволит детям свободно перемещаться по территории даже в самые морозы. Обучение, питание, форма, проезд до школы будет полностью бесплатное. Даяна Федорова, Иван Саракаумов, Жатай. В Якутске стартовал фестиваль «Ко дню молодежи». Первый день прошел в парке культуры и отдыха и собрал молодежь на патриотических, культурных и спортивных площадках. Участники присоединились к акции «Письмо солдату», посетили выставку «Память в красках» и мастер-классы по изготовлению оберегов для участников специальной военной операции. Особый интерес вызвала выставка народов Якутии, где гости могли познакомиться с традициями и культурой жителей республики. Одним из главных событий дня стала ярмарка вакансий работы в Якутии, на которой молодые люди получили консультации по трудоустройству и профессиональному развитию. Фестиваль проходит под общей темой «Единство народов России» и продолжится на других площадках города до 27 июня. Такие мероприятия очень важны для нас, для молодежи, так как оно является главным фундаментом для формирования патриотического воспитания, культурного наследия нашей родной Якутии, да, и чтобы мы смогли достойно представлять свою страну. Якутское кино бьет рекорды. За 6 лет кассовые сборы фильмов выросли в 8,5 раз и превысили 638 миллионов рублей. А в 2025 году якутские картины посмотрели более 560 тысяч зрителей. Успех шагает за пределы республики. Каждый 4-й приз российского кино на международных фестивалях завоеван якутскими режиссерами. А драма «Кончится лето» с Юрой Борисовым собрала за пределами региона 55 миллионов рублей и дважды получила премию «Ника». Третий международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка» проходит в Якутске. Сегодня состоялся заключительный день прослушиваний. В частности, конкурсанты представляют номера в номинации «Русский народный инструмент». Леонид Алексеев, участник из Татинского Улуса, еще до прослушиваний на открытии конкурса удивил зрителей и экспертов своей игрой на баяне. Выразительную подачу Леня также показал, играя одно из его конкурсных произведений «Узорита, узореньки». О том, что как-то человек пришел как-то на озеро ночью вспоминать свою ошибку. Это его весь смысл. Вот, поэтому это очень чувствуется. И то, как ты играешь, как ты погружаешься, видно, что ты особо так не волнуешься. А если волнуешься, то как профессионал этого не показываешь. Леня играет на баяне с 5 лет. Начинал играть одним пальцем. Сегодня его стаж обучения 8 лет. Вместе с ним с Татинского Улуса приехали еще 3 баянистов и пианист. Всего в программе 9 номинаций: фортепиано, оркестровые инструменты, коллективное музицирование, хоровое пение, хореография и другое. Если в первом конкурсе у нас было 400, более 400 участников, то в этом году в очном и заочном форматах участвует более 1700 участников из 8 регионов России, из Республики Монголия, Казахстан и Индия. Также в программе мастер-класс «Школа музыкального молодого журналиста» по научным и методическим работам.
В этом же направлении состоится и конкурс. Мы, все члены жюри, будем обращать внимание на оригинальность работы, на личный опыт, на собственные мысли. То есть на то, что действительно человек, конкурсант, пропустил через себя. К сожалению, музыкальной журналистике, музыкальному писательству, скажу так сказать шире, сейчас не учат. Будем надеяться, что... И, собственно говоря, что надеяться, уже можно сказать, что есть очень интересные и очень достойные работы. Так что я думаю, что «Розовая чайка» откроет и новые имена, в том числе и в музыкальном писательстве. 26 июня состоится торжественная церемония закрытия с награждением лауреатов первых премий и гала-концертом победителей. Конкурс «Розовая чайка» проводится в рамках проекта «Музыка для всех», который был инициирован первым президентом Якутии Михаилом Николаевым в 2013 году. В этом году конкурс охватил 63 общеобразовательные школы. В следующем планируется участие ребят из 80 школ республики. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Сборной республики торжественно вручили спортивную экипировку к чемпионату России по стрельбе из лука. В комплект вошли новая форма, инвентарь с луками и стрелами. На вручении присутствовали якутская сборная лучников, заместитель председателя правительства Якутии, тренеры и другие приглашенные гости. Новая экипировка должна помочь спортсменам достойно выступить на всероссийском уровне. Напомню, что спортивные события по стрельбе из лука проходят в Якутске до 4 июля. В течение 1,5 лет мы вели подготовительную работу, и буквально через 4 дня здесь на стадионе Туймада стартует чемпионат России по стрельбе из лука. Приедут мастера, приедут профессионалы. Всего мы ожидаем 189 спортсменов, которые приедут из 24 регионов Российской Федерации и будут бороться за право завоевать титул чемпиона России по стрельбе из лука. Всего 22 спортсмена будут представлять республику на этом чемпионате, которые прошли очень хорошую подготовку у наших тренеров. Впервые в Якутии выявят лучшего механизатора. Это новая для республики номинация всероссийского конкурса «Лучший по профессии». При этом участие в нем принимают не студенты и даже не школьники, а те, кто в профессии уже не первый год. Опыт против опыта, навык против навыка. О том, с какими трудностями столкнулись конкурсанты, расскажет Саргалана Неустроева. Сегодня на звание лучшего механизатора Якутии претендует всего 3 человека. Небольшое количество участников конкурса даже играет на руку организаторам. Во-первых, так экспертам легче набраться опыта в судействе. Во-вторых, практическая часть этапа не затягивается. Это первый раз еще. Реклама «Двигатель прогресса». Думаю, в следующий раз будет больше конкурсов. Но, с другой стороны, все требования мы сами тоже, как жюри, только-только отрабатываем на таком спокойном режиме. Следующий год будет напряженнее, думаю, участников будет больше. Вообще, обычно требования минимально 3, оптимально 5. Конкурс проходит в 2 этапа – теоретический и практический. Последний включает 4 модуля, на каждый из которых отводится по часу. Этого времени конкурсантам хватает с лихвой, за исключением одного модуля – двигатель и точные измерения. Всего за час механизатор должен разобрать и собрать двигатель, измерить детали и все запротоколировать. В общем, работа достаточно кропотливая, но опыта участникам не занимать. К примеру, Александр Атласов уже 16 лет работает на мелиорации. Для него участие в конкурсе – это брошенный самому себе вызов и возможность отстоять честь родного предприятия. С заданиями справился, считает Александр, но не обошлось и без ошибок. Самое сложное это насчет программы, это пилотирование такого, я такого не знаю. Первый раз увидел. Первые 2 задания вроде сделал, а остальные нет. В любом случае конкуренция высокая, отмечают эксперты. Все конкурсанты однозначно знатоки своего дела. Как-никак первопроходцы номинации. В целом ребята показывают достаточно высокий уровень. Тестовые задания все сделали. И по мастерству, и по качеству работы, проведенных работ тоже очень хорошие показатели у ребят. Судейство, да, конечно, будет сложным. Отставание друг от друга у них будет небольшое, мы так прогнозируем.
Победитель уже этой осенью представит республику на всероссийском этапе конкурса в Тамбовской области. У Якутии уже есть опыт успешных выступлений. Так, в прошлом году наш агроном занял 4-е место, опередив соперников из других регионов страны. Главное – не опускать планку. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. До встречи в эфире.